İsenmisiz, kaderli dostlar, selam. İsenmisiz. Hellerges Nishek, Bügen. Бик яхшы. Бик яхшы. Отлично. Мы добираем уже по сусекам, как говорится, скребем, добираем оставшиеся необходимые какие-то формы, которые нам потребуются. Среди них мы уже достаточно много говорили о существительном, о глаголе еще больше, о местоимениях немало. Но есть еще такая часть речи, как прилагательное. Прилагательное – это слова, которые отвечают на вопрос «какой» и определяют существительное. Что с ними происходит? Система достаточно стройная, как и многие правила, многие принципы татарского языка. Здесь опять наблюдается и соблюдается закон сингармонизма, то есть деление всего и вся на твердый вариант и мягкий вариант. Прилагательный, да? То есть слова, характеризующие какое-то существительное, определяющее его. Ну, например, вот мы уже знаем яхше, хороший. Причем в татарском языке, насколько я понял, достаточно размыта разница между прилагательным и наречием. То есть, если мы задаем вопрос «как», то яхши тоже годится. Это и хороший, и хорошо. То есть, когда на вопрос «как дела?» вы отвечаете «бик яхши», это очень хорошо, в принципе. Но и хороший, там, хороший человек, яхши каше, в этом случае это будет прилагательное, хороший. А что же происходит со сравнительной степенью? Хороший, вот в русском вообще неправильная форма используется лучше. По-татарски добавляется в твердом варианте вот такое окончание. Йохширак. Лучше. Поэтому, допустим, если мы возьмем слово «большой», «зур», предположите, как будет Зуррак. «больше»? «Зуррак». Тоже добавляем. Это также и больше, и больший. Да, именно так. Это все твердый вариант. Но, допустим, мы возьмем какое-нибудь слово прилагательное или наречие в мягком варианте, с мягкими звуками. Слово «много» – «кюб». Много. Кубирак. Да, и чтобы нам произвести от этого слова сравнительную форму, больше. Больше имеется в значении сравнительная форма слова «много», не от слова «большой» по размеру, а когда чего-то много. То что здесь у нас будет? Куб. Рек. Да, и более того, мы помним, что для фонетического комфорта «п» меняется на «б», потому что «ре» – это явно такой рычащий, звонкий звук, поэтому «п» переходит в «б». А в чем разница между зураком и кубреком? Большой по размеру и много. Большой Количество. размер, а много – это количество. Это в русском языке совпадает. Больше означает и больше по размеру, и больше по количеству. Как всегда, проиллюстрируем это правило пословицы. Вот во многих языках есть такая фраза, достаточно популярная поговорка: «Время – деньги». Но татары ценят время больше многих других народов. Поэтому по-татарски есть пословица «время дороже денег». Время у нас как будет? Сагат. Вакат. Нет, Сагат нет, часы. сагат – это час. А, А нас интересует время как абстрактное явление. Помните, вакат? Мы говорили, время есть или нет? Вакат имбар. У меня есть время. Деньги. Акша. Все. Акша. Все знают. Деньги. Слово «дорогой», ну, в принципе, мы так и обращаться можем, дорогие друзья, допустим. Дорогой кадерле. Когда что-то
больше, лучше, дороже чего-то другого, то, с чем мы сравниваем, приобретает падежное окончание исходного падежа. То есть буквально деньги, то есть время от денег дороже. Поэтому что мы добавим к окша? Исходный падеж? Исходный падеж. Ахшадай. Акшадан. Дан. Угу. Поэтому здесь мы ставим окшадан. И здесь мы добавляем вот эту сравнительную форму, как сказать, дороже. Да. Вот это эрле, это мягкие звуки, поэтому кадерле Рек. рек. То есть вот такая форма. Вакыт окшадан кадерле рек. Время от денег, то есть по сравнению с деньгами, дороже, более дорогое. Есть еще одна хорошая пословица. В русском языке она тоже есть. Давайте попробуем ее даже вместе перевести, хотя у нее есть законченный татарский вариант. Старый друг лучше новых двух. Да, значит, нам надо сначала начать с новых друзей, да? Потому что... Янга. Да, значит, вспомните. Бер. Ике. Да, значит, два. Ике янга. Дус. Как будет друг? Дус. И помним, да, что когда используется числительное, то мы не добавляем окончание множественного числа. Да. Множественное число-то мы не добавляем. А вот то, что мы сравниваем с новыми друзьями, должно выражаться опять-таки в исходном падеже. То есть что мы сюда добавим? Дустан. А это какой звук? Звонкий или глухой? Глухой. Значит, Тан. Дустан. тан. Тан. С – это глухой звук. Да? Дустан. Когда гласный или звонкий звук, то дан, конечно. Когда звук глухой, тяжело будет. Это просто для фонетического комфорта. Трудно произносить «сд». А «стан» очень даже легко. С новыми друзьями разобрались. Яхширак. Нет, сначала. Один старый друг лучше. Да? Потому что центр предложения смысловой всегда уходит в конец. Бер. Иске. Дус. Только там вот окончание надо. Зачем? Дус. Яхширак. Яхширак. Да? А тан мы не к старому другу должны добавить? Нет. Сравнивать ну, со старым? Кто лучше, старые или новые друзья? Старый, конечно. Старые. Значит, вот два новых по сравнению с двумя новыми. Понятно. Один старый. Бер. Иске. Иске. Дус. Дус. Яхширак. И вот добавляем вот это вот. Яхширак. Пер иске дуст, ике яна дустан, яхширак. В принципе, можно. Главное, что смысловой центр тяжести падает в конце. Лучше. Как правило, это глагол. Если глагола нет, то то, что заменяет его по смысловой нагрузке. В данном случае это прилагательное в сравнительной форме. Теперь, эта форма сравнительная, но бывает еще и превосходная форма, когда мы хотим про какое-то качество прилагательно сказать «самый-самый». Best. Да, абсолютно. Вот, в этом смысле еще проще. Не требуется никакого окончания прибавлять к прилагательному. Используется вот такое словечко «ин» перед прилагательным. Это и означает «самый». Самый, самое, самое. Мы знаем, что родов нет. Допустим, Зур – это большой, а самый большой как будет? Инзур. На эту тему тоже есть пословица. Значит, мы уже... А вот вы его сами и переведете. Эдуард, как мы скажем?
Здоровье – самое большое богатство. Саламатлек. Да, или саулык. Да, Саулык. Самое большое. самое. Вот оно, самое. Инзур. Богатый – это бай. Бай. Лык. Да, Саулык, инзур, байлык. да. Понятно, да, с этим образованием? Так бай как переводится? Богатый. А байлык – это что? Ство. Богатство. Здоровье – самое большое богатство. Практически от любого прилагательного и практически от любого наречия вот эти сравнительные формы мы образуем с помощью вот этих двух вариантов, твердого и мягкого. А когда самый-самый, то добавляем вот это слово «ин». При этом не забываем, что то, с чем мы сравниваем, приобретает форму исходного падежа. Ну, конечно, чаще всего это применимо к существительным. И не забываем, какая форма этого падежа используется в зависимости от звонкости, глухости и мягкости, твердости. Как все и происходит. Теперь давайте попробуем сами что-нибудь скажем. Ну, например, как мы скажем, Сергей, моя машина Едет назад. быстрее, нет, надо сравнивать, быстрее твоей машины. Моя машина быстрее твоей машины. Быстрый – это тиз. Тиз. Машина. Значит, моя машина. Не, машина просто. Машина? Машина. Это машина, да. Минем машина. Машинам. Машинам. Минем машинам. От твоей машины быстрее. Синен. Машина. Нан. Да, машина. Машинаннан. Тизрек. Да? А почему это надо? Дан или дан? Машина дан, мы наверное. всем думали. Помните, когда мы получаем окончание Так машина на А заканчивается. «а твоя машина», Там же надо «н» добавить. то есть там Нем, добавляется, нан. сейчас мы запишем, там добавляется окончание притяжательности, да? То есть моя машина – это уже не машина, а машина. Машина. Твоя машина. Машина. Понял. Вот. Машина нам. Поэтому окончание в этом случае, окончание исходного падежа уже будет не дан и не тан, а нан. Вот, собственно, что и произошло. Как в этот конце тизи? Тиз – это быстрый. Значит, чтобы добавить, это явно мягкий вариант, да, тиз. Тизрек. Да, значит, Минем машина, синем машина. а как сказать, самый быстрый? Интуз. Да? Тизрек. Интиз. Нет, тизрек уже не надо. Рек – это когда сравнение. А когда интиз? самый, то есть превосходная степень, то интиз. Все. Здесь уже нет сравнения. Когда самый-самый, его уже не с кем сравнить. А давайте еще раз. Да. Пусть Сергей произнесет полностью. Давайте попросим. Я уже писал даже. Могу быстро. Хочешь? Давай. Минем машинам, синен машиннан, тизрек. Машинаннан. Сори, да. Минем машинан, синен машинаннан, тизрек. Не-не-не. Вот вам и скороговорка. Кирилл. Факторов функций в этом правиле не очень много. Это рак, ряк, если самое, это ин. И то, с чем мы сравниваем, ставится в исходном падеже. Дан, тан или нан. Или, соответственно, мягкая форма того же ден, тен, нен. Урам, Шихрден, Белерек. Урам, улица. Шихрден, В Так. городе. Белерек. А что такое Белерек? Куберек хотел. Знает больше, чем
Нет, знать это глагол. А, вот, я Беля, думал, да. это не относится туда? Ну, тут. Нет, это прилагательное, это adjective, это качество. И наречие это adverb, да, по-английски. Это когда много. Знать больше, вот. Вот это больше знает. Kübrek, бля. Это, очевидно, какая-то известная пословица. Да? Да, Ну-ка, ну-ка. Улица знает больше, чем город. да. Но я так понимаю, если я правильно понимаю смысл, что вот те люди, которые живут рядом, знают про человека больше. Получается, Урам, Шахарден, Кубрек, Беле. Беля, да. Кубрек Беле, да. Значит, как сказать это еще раз, Дэвид? Урам Шихерден, Кубрек Беле. Беля. Беле. Знает, да, третье лицо. Вот так мы постепенно переводим африканские пословицы на татарский язык. Где еще это может использоваться? Ну, допустим, если мы хотим сказать какую-нибудь фразу, допустим, вчера было тепло, сегодня холоднее. Тепло и холодно. Как звучат эти слова? Суок, холодно. Да, или салкын, это Жарко. холодно, когда вот обычно говорят про погоду, и жилы тепло. Есть холод, а это именно когда холодно, когда мы описываем салкын. Как сказать, сувык. Вот. Итак, как сказать, допустим, вчера было тепло, сегодня холоднее. Кеше болды салқынырақ, бүгін жылырақ. Да, только булды в конце. Да, в конце. Кеше салқынырақ болды, бүгін жылырақ. Ну да, вчера было холоднее, сегодня теплее, можно так. А здесь же нету то, с чем мы сравниваем. А? Как бы, здесь же нет то, с чем сравнивать. Здесь нет. Холоднее, Просто теплее. вчера было тепло, а сегодня холоднее. Констатация факта. Ну, то есть не обязательно иметь Ну, нет, предложение. мы можем сказать, сегодня холоднее по сравнению со вчерашним днем. Такой вариант тоже есть, сложнее. Но в разговорной речи мы скажем проще. Вчера было тепло, а Ну, сегодня то есть холоднее. использование сравнительной степени не обязательно предполагает исходный падеж, то есть слов Значит, исходным падежом в предложении. В принципе, То есть мы вот, сравниваем с вот чем-то. слово «вчера». Вчерашний – кишеге. Если мы добавим падеж по сравнению со вчерашним, такой вариант возможен. Кишегеден. Он более замысловатый, более тяжеловатый. По сравнению со вчерашним, сегодня там теплее. То есть бүгін кешегеден салқынырақ Да, болды. да. Теперь понятно. То есть всегда есть вариант, как сказать простой. Ну, на самом деле, мы сейчас не особо углубляемся в сложно подчиненные предложения, потому что это уже немножко такой уровень более такого письменного языка. Мы стараемся обходиться такими более разговорными. Но теоретически возможно вот и такой вариант. По сравнению со вчерашним, дэн здесь, да, потому что мягкая форма и на гласный звук. Сегодня там, теплее или холоднее. Исходный падеж. Исходный падеж, да, вот это дэн. Это мягкая, звонкая форма исходного падежа. А как мы скажем, допустим, сегодня самый холодный день? Бүгін Бүгін ин салқын кен. Да. То есть, когда самый холодный, то ин салкын, самый теплый ин жылы. Самые красивые, например, как сказать, Ин матур. самое красивое платье. Ин матур күлмек. Как сказать, сегодня у Эльзы самое красивое платье. Бүгін Эльзаны ин матур күлмек бар. біздің қорақында. Нет, не надо. По сравнению с нашими. Біздің қорақында. Нет? Нет, нет, у всех красивые. У всех красивые. Кульмеге. Да, значит, если мое платье, то мы «к», это глухое окончание, преобразуется в «г», «кюльмеген», мое платье. Если у меня там какой... Ну, кюльмек на самом деле это еще и рубашка. Так что применимо вполне тоже и к мужской одежде. Арина сказала Эльзанен. Эльзанен. Да, это А ни разу не притяжательное. Эльза, да.
То есть как бы на ней же Это, нет, Эльза, да, это значит у нее есть. У Эльзы. Если на ней, то Да. Эльза на. Это вот то самое, мы обсуждали как-то раз, что у меня там минде и минем что-то такое бар. В принципе, они означают то же самое, но с нюансом. Минде или безде будет означать, что у меня в принципе имеется. У меня что-то есть. А минем что-то, я чем-то обладаю. В То данный есть, момент. то есть мы можем сказать, что вот у меня там дома что-то есть. Или я владею, обладаю, там, в моей собственности что-то находится. То есть это на самом деле достаточно такой легкий нюанс. И, насколько я понимаю, ни тот, ни другой не будет ошибочным. То есть Эльзанан и Эльзада можно было... Ну да. Да. Вот. Ну, я думаю, что с прилагательными, с формами, каким образом мы образуем степени сравнения и превосходные формы, более-менее ясно. Поэтому на этом мы наше занятие заканчиваем. Рахмет. Сау булыгыз. Сау болыңыз.